Про татар, кажется, всем все давно уже известно. Живут в Татарстане, едят ишпучмаки, веселятся на Сабантуе. Те, кто не спал на уроке истории, скажут про Золотую Орду, про татарское иго и то, как важна была в истории России Куликовская битва. И что все платили татарам дань. А вот скажем, что Чингисхан на самом деле происходил из рода черных татар. Знали? А что Золотая Орда была федерацией? Да что там? Как такового татарского ига, как и битвы на Куликовском поле Тульской области, никогда не было. Так что давайте попробуем разобраться, как возник народ, из которого вышли современные татары. Вот перед нами Великая Степь, примерно 300 лет до нашей эры. Для татар степь та же колыбель, что для европейцев Средиземное море. Если Средиземное море — это оливки, виноградники и каботажный флот, то Великая Степь — это конь, пастбища и юрты. Чтобы вы понимали, в это время в Египте основана Александрийская библиотека. Древнегреческий математик Эратосфен вычислил диаметр Земли, а в латинском алфавите появилась буква G. В Европе ничего интересного не происходит. А китайцы для защиты от нападения кочевных племен хунну тем временем строят Великую Китайскую стену. Хунну — это предки татар, кочевники. Они ненавидят стены, препятствия, замки. Их сила в мобильности, умении быстро концентрировать силы в нужном месте и в нужное время. Кочевник — человек динамичный, прагматичный и изобретательный. Он придумал стремя, первым в мире надел штаны и сел в седло. Именно от гуннов в Европу пошла мода на штаны. Оружие кочевника — сабля, лук и стрелы. Сабля легче рыцарского меча. Опираясь на стремя, можно, не сходя с коня, валить врага одним легким взмахом клинка. Юрту жена кочевника собирает за 2 часа и разбирает за 30 минут. Зимой в ней тепло, а летом прохладно. Большие юрты ставили на телеги, запряженные буйволами. Издалека они казались городом, движущимся по степи. Купол ханской белой юрты покрывали золотом. Ставку хана называли «Золотой Ордой». Кочевники верят в единого бога бескрайнего неба и солнца Тенгри. Они закалывают скот и преподносят его в жертву в большом кипящем котле казане. У казана священно действует глава рода в окружении всего племени. Кто лучший друг кочевника? Конечно, конь. У каждого кочевника мужского пола не менее 4 заводных коней. Конь — это транспорт, дом и еда. Конь татарской породы неприхотлив, питается подножным кормом и способен преодолевать сотни километров в жару и холод. Держава хуннов существует всего 1 век и распадается от войн и внутренних конфликтов. Часть хуннов ушла на юго-восток степи, а другая часть двинулась на север и осела между Волгой и Уралом. В Европе их называли гуннами. В IV веке гунны объединяются в Гунский союз. Во главе с Аттилой они вторгаются в Европу и завоевывают территорию от нынешних Челябинска до Мюнхена, попутно инициировав великое переселение народов. Не повезло Аттиле только в сражении с готами в Каталаунской битве. Он не выиграл и не проиграл. Однако после этого часть народа осела в Крыму, а в генах баварских баронов теперь можно обнаружить следы ДНК гуннов. Аттила собирался жить на территории нынешней Венгрии и править оттуда империей, но его отравила молодая жена. После смерти Аттилы Гунский союз распадается. В VI веке тюрки усилились благодаря уникальной технологии плавки металла. Руду плавили при температуре 1400 градусов и ковали из нее суперпрочные сабли. Тюрки создают тюркский каганат и в течение века покоряют земли на всем протяжении шелкового пути. Под их контролем вся международная торговля. Золотом, серебром, пушниной, специями и шелком на верблюжьих караванах распространяется тюркский язык и культура. С 522 года тюрки используют руническую письменность. Читают столбиками. Как, к примеру, на этой эпитафии, выбитой в камне в честь принца второго тюркского каганата Культигина. Тюркский каганат ведет активную дипломатию с китайцами. Именно китайские чиновники написали первые воспоминания о татарах. Китайцы делят татар на 3 типа. Белые – земледельцы, живут сразу за Великой Китайской стеной. Черные татары – кочевники, живут на территории современной Монголии. И дикие татары. Хана у них нет, живут в лесах Южной Сибири, управляются вождями и шаманами. Эти племена татар формируют 6 татарских государств. В VI веке тюркский каганат ослабевает и раскалывается на западные и восточные каганаты. На востоке племена кимаков и кипчаков создают кимакский каганат.
На западе племена болгар создают в Причерноморье государство Великая Болгария во главе с Кубрат-ханом. Далее, как у Толстого в рассказе «Отец и сыновья». Если в согласии жить будете, никто вас не одолеет. А если будете ссориться, да все врозь, вас всякий легко погубит. Сыновья Кубрат-хана берут себе по орде. И ни у кого не хватает сил, чтобы отразить удары соседа хазарского каганата. Поэтому Великая Болгария протянула только 50 лет. Аспарух, третий сын Кубрата, уходит на Нижний Дунай. Там появляется Дунайская Болгария со столицей в Плиске. Сейчас это современная Болгария со столицей в Софии. Второй сын Кубрата, Катрак, уходит на север. Там у слияния Волги и Камы появляется государство Волжская Булгария со столицей в городе Булгары. В 922 году по приглашению Эльтебера Алмуша в Волжскую Булгарию из Багдада прибывает посольство для официального утверждения ислама в этой северной стране. Секретарь посольства Ибн Фадлан пишет очень подробный отчет о своем путешествии. Кстати, Русь приняла христианство только 66 лет спустя. Волжская Булгария – развитое государство на пересечении двух крупных торговых путей – Северного Пушного и Великого Волжского. Шелковый путь имеет ответвление, доходящее до Беляра и Булгара. Тут можно было бы остановиться и сказать: вот же они, предки татар, булгары, но не так все просто. Сегодня в Болгарах мы видим ставку Бату, первую столицу Золотой Орды. Поэтому продолжим. Это вотчина Чингисхана. Чингисхан происходил из черных татар. Свою царствующую династию он назвал монголами, или великими монголами, что не отражает этнические признаки. Сам он был высоким, рыжим и голубоглазым, типичным европейцем. За 25 лет Чингисхан со 100 000 воинами покорил больше земель и народов, чем все римские императоры за 400 лет. Как ему это удалось? Вот две системы государственного устройства того времени – Римский путь и Евразийский путь. Римское право и Великая Яса – свод законов Чингисхана. Римским гражданином может быть только свободный мужчина, глава семьи в возрасте от 25 лет, житель Римской империи, из римской общины. Император Август придумал ему дресс-код для отличия от прочих жителей римского государства. Они должны были носить тогу. Штаны, как атрибут варварской одежды, были запрещены к ношению в Риме. Общество делится на граждан, неграждан и рабов. Все, кто за пределами государства – варвары. Иерархия незыблема. Все на укрепление вертикали власти во главе с римским императором и его легионами. Все города, построенные даже в безжизненных пустынях, похожи на Рим, с его законами, ценностями, театрами, акведуками, стадионами для гладиаторских боев. В Евразии совершенно иная система. В возрасте 16 лет Чингисхан собирает вокруг себя людей не по принципу родства, но по принципу личной преданности. Так начинали карьерный путь те, кому не повезло родиться ни в то время, ни в той семье. У Чингисхана схема простая. Завоевывает очередное племя, ликвидирует руководство, остальным предлагает присоединиться к его войску и платить дань. Взамен обещает защиту населения от нападения агрессивных соседей и полную автономию в делах религии, культуры и сельского хозяйства. Заманчивое предложение. Зачем идти на верную смерть? В скором времени земель получилось столько, что Чингисхану пришлось придумать инструмент, с помощью которого он наводил порядок среди населения. Чингисхан – автор свода законов Великой Ясы. Коротко. Все народы, религии и культуры равны. Единой религии в Золотой Орде не было. Но каждому народу строго предписывалось чтить и бояться своего бога. Священнослужители всех вероисповеданий освобождены от налогов. Совершенный проступок легко скрыть от человеческих глаз. А как скрыться от Бога? Степь можно удержать через принципы равенства и толерантности. Демократичный во внутренней политике Чингисхан во внешней политике признавал только подчинение. До военных действий он посылал дипломатов для объявления ультиматума и условий сдачи. Послов нельзя было убивать. Город, убивший послов, подлежал разрушению. Все население намадов Золотой Орды – это армия. Гражданин Золотой Орды с рождения знал свое место в армейской иерархии. Тут все просто. Организация по десятичной системе. Воины делятся на десятки, сотни, тысячи и десятки тысяч.
Все мужчины – военно обязанные по рождению. Освобождался от участия в военных действиях единственный наследник по мужской линии. Род не должен был прерываться. Русских князей назначает великий хан. Все платят налог или несут, скажем, караульную службу. Взамен – безопасность границ, охраняемые дороги от Крыма до Китая и стабильная финансовая система. В таком виде Золотая Орда, прозванная татарским игом, просуществовала до 15 века. После Великой Смуты, чумы и нашествия Тамерлана империя начинает ослабевать. Вымирают такие города, как столичный Сарай. Его функцию перехватывает город Крым, ныне Старый Крым. Он претендует на наследие Золотой Орды. Параллельно на политическую арену выходит Москва, не менее грозный претендент. Непрочный союз Крыма, Москвы и Казани определяет политику на территории всей Евразии, вплоть до падения Казани и Астрахани. В 1552 году Иван Грозный берет Казань. За год до этого он строит военную базу – Свияжск. По сути, это была разборка двух группировок – московской и казанской. Вместе с Иваном Грозным шла конница касимовского хана Шах-Али. На стороне Грозного было 150 тысяч человек и 150 пушек. В Казани ему противостояло 33 тысячи воинов. Грозный, используя порох, взрывает городскую стену, берет Казань штурмом. В Москве в память об этом событии стоит собор Василия Блаженного на Красной площади. Для татар это день потери государственности. Вслед за этим пало Астраханское ханство, затем Сибирское и много позже Крымское, после чего татарский фактор исчез с мировой арены. С взятием Казани связан миф о царице Сюмбике, которая якобы не пожелала выходить замуж за царя и прыгнула с одноименной башни. На самом деле, башню построили в начале 18 века, а Сюмбике была отдана в 1551 году еще до взятия Казани замуж за Шах-Али на его вотчине в городе Касимове и прожила последние годы. В итоге появляется Казанское царство, которым управляет лично Грозный, царь Казанский. Создается Казанская епархия, часть татар насильственно крестят. Появляются служилые татары, бывшие мурзы, получая таких городов, как Кашира, Коломна, Серпухов, средства на содержание себя и своих воинов. В 1708 году царство превращается в Казанскую губернию во главе с товарищем Петра I, графом Петром Апраксиным. В 1773-74 году губерния оказывается охваченной крестьянской войной. Татары массово присоединяются к казаку Емельяну Пугачеву, который даже пробует взять Казань. Об этом, кстати, снят первый татарстанский фильм «Булат-Батыр». В XVIII веке, в эпоху капитализма, татарская элита – это успешные коммерсанты и промышленники. Кожа, мыло, текстиль, бумага – это все татарское. И продается оно в России, Китае, Средней Азии. Среди крутых брендов, к примеру, Арский Кумач – около 50% российского рынка. Апанаевы, Юнусовы, Азимовы, Бурнаевы, Усмановы, Хусаиновы богатеют, но также заботятся о народе. Строят мечети, медресе, места для общественного досуга, которые и ныне стоят в городах. К концу XIX века происходит раскол среди идейных представителей нации. Как и сейчас, часть татар стремится держаться за традиции, за патриархальный устой. Их называют кадемистами. Их противники, джадидисты, почитают Европу и Турцию, светское образование и европейскую моду. Среди них Габдулла Тукай. Джадидисты издают газеты, печатают книги, основывают театральные труппы и клубы. Татары в это время одеваются так, как мы себе сейчас их представляем. Тюбетейка, ичиги, колфак, камзол. Очень много вышивки, очень много украшений. На столе эшпышмак, лапша, перемяч, чак-чак, костыбый. На праздниках борьба көряш. Во время революции татары провозглашают республику Штат Идель-Урал. Это их первая попытка создания национального государства. Затем Муланур Вахитов и Мирсаид Султангалеев представляют проект Татаро-Башкирской республики. В итоге в 1920 году появляется Татарская автономная Советская Социалистическая Республика. Идея Султангалеева об исламском социализме становится знаменем освободительного движения Третьего мира. Татары и Татарстан внесли огромный вклад в победу СССР над фашизмом. Среди 11 519 советских воинов, героев Советского Союза, татары занимают 4-е место. Олицетворением высокого гражданства и боевого духа, стойкости и патриотизма советских людей стал бессмертный подвиг поэта-героя Мусы Джалиля. С первых месяцев боевых действий в ТА СССР начала формироваться важнейшая военно-промышленная тыловая база страны. В ТА СССР происходил рост научного и культурного потенциала. Становление и развитие нефтедобывающей и нефтехимической промышленности, автомобилестроения, сельского хозяйства и других отраслей экономики. Успехи академической и вузовской науки превратили республику в один из самых индустриально развитых регионов Советского Союза. Происходило активное развитие татарской культуры – музыкальной, литературной, театральной и художественной.
Следующий этап – 1990 год. Декларация о государственном суверенитете Республики Татарстан. Уже третий десяток лет Татарстан – самостоятельный субъект в составе России. С собственной историей, весом в политике, экономике, культуре, международных связях и спорте. Нефтехимия, строительство, автопром, авиация, сельское хозяйство. Что тут скажешь? Без Булдарабас.